Однозначно нельзя сказать, что меня подготовил только репетитор или только учитель, если ребенок занимается с репетитором. А если ребенок готов уже, то есть у него достаточно хороший объем знаний, то репетитор его усилит. В этом наша уникальность. Потому что не каждый репетитор эксперт, а у нас репетиторы все эксперты. Или они все опытные. Всем привет, я Валентина Варламова, автор проекта «Из первых уст». В этом выпуске мы узнаем, кто может себе позволить быть финансово независимым, также быть хозяином своего времени и чувствовать радость, помогая другим. Уважаемые зрители, желаю вам приятного просмотра. Обязательно подписывайтесь, оставляйте свои лайки, комментарии. Всем здравствуйте! Меня зовут Нина Александровна Наговицына, и я руководитель репетиторского центра «Школа Плюс». Кому же нужен репетитор? Давайте разберем. Рассмотрим, например, возраст. Начальная школа и среднее звено. Это же, конечно, помощь ребенку ликвидировать пробелы. То есть, если у ребенка проблемы с учебой, то репетитор, конечно же, здесь в помощь. Также есть, смотрите, в среднем звене у нас есть дети, которые участвуют на сборах, спортивных соревнованиях ездят. И то есть у них много времени уходит на эту деятельность. И они в это время что? Пропускают уроки. То есть им нужно приехать и за какой-то определенный короткий путь, можно сказать, момент, ликвидировать пробелы, потому что они же там заняты, и у многих, на самом деле, по опыту я знаю, если спортсмены, если участники, допустим, научно-практических конференций, им там не до учебы, они полностью погружены своей данной работой. И когда они приезжают, у них сразу ком наваливается на них по всем предметам, им нужно выдавать результаты. И тут, в принципе, репетитор в помощь. Но их не обязательно постоянно с ними заниматься. То есть они могут взять репетитора на определенное время и отработать определенные темы. Следующий момент. Когда же нужен репетитор? Можно взять репетитора на время ребенку на начало изучения предмета. К примеру, хотя я и математик, но пример возьму иностранный язык. Например, на иностранный язык не всем сразу дается этот язык. И может на начальной стадии ребенок заниматься с репетитором. А дальше, уже когда у него включилось, он может идти и заниматься сам. Тоже как вариант помощь. То есть не надо ждать, когда у него уже появятся огромные пробелы, огромные проблемы. Можно взять на начальной стадии, и дальше ребенок уже сам будет развиваться. Вот, это для среднего звена. И, конечно же, для старшего звена это подготовка ЕГЭ и подготовка ОГЭ. Так, теперь по подготовке к ЕГЭ-ОГЭ. Сразу скажу, что репетитор – это не панацея. Есть дети, которые совершенно могут самостоятельно готовиться к этим экзаменам. То есть не надо прямо с ребенком разговаривать, надо, возможно, посоветоваться с учителем, нужен ли ребенку репетитор. Потому что некоторые дети реально могут готовиться самостоятельно. Тем более у нас разные есть источники. А вот кому-то этот репетитор необходим. Потому что, опять-таки, даже при сильном, хорошем учителе ребенку может быть необходим репетитор. Потому что за время учебы, допустим, ребенок часто болел, ребенок часто уезжал на соревнования. И у него вроде при хороших оценках есть пробелы в материале. Поэтому репетитор, он ему поможет ликвидировать эти пробелы. Ну и, соответственно, подготовиться, и ребенок будет более уверенным. Тут все индивидуально. Если ребенок готов уже, то есть у него достаточно хороший объем знаний, то репетитор его усилит. Репетитор ему даст необходимые знания, где у него был провал. И, в принципе, он может его вывести на высокий уровень, на большие баллы. Также репетитор может вывести от 0 до хороших баллов, чтобы ребенок смог сдать и достойно поступить. Достойно сдать экзамены и поступить. То есть репетитор усиливает учителя и дает уверенность,
дает знания определенные, где он может дополнительно подчеркнуть у репетитора. Это своего рода реальная помощь ребенку, дополнительная. Потому что даже раньше мы все равно ходили дополнительно заниматься на факультативные курсы, какие-то книжки брали, занимались, может быть, кто-то с учителем своим занимался, но обязательно дополнительно нужно заниматься, потому что школьный курс, вот если я хорошо учусь в классе вот по предмету на 5, этого недостаточно, чтобы набрать 100 баллов, потому что задания из ЕГЭ включены такие задания, которых вообще в помине нет в учебнике. И в программе нет таких заданий. Абсолютно нет. То есть здесь есть, как у медали, 2 стороны. То есть есть репетитор, который очень сильный, и у него ценник высокий, то да. Но при этом обратите внимание, что ни один репетитор не скажет, что вот я расскажу вашему ребенку эту тему, и он 100% эту тему выдаст. Там же много нюансов есть. Поэтому высокая цена – это не гарантия высокого качества. Можно даже по демократичной цене подготовиться так, что тебя будут устраивать и баллы, и будут устраивать результаты. То есть выйти на хороший результат можно и с репетитором, у которого очень даже приемлемые цены. Однозначно нельзя сказать, что меня подготовил только репетитор или только учитель, если ребенок занимается с репетитором. Потому что, смотрите, учитель все равно дает базу, да, а репетитор усиливает. Тут опять-таки нужно индивидуально посмотреть. Допустим, бывает так, что, давайте говорить честно, бывает так, что не было консультаций. Тогда да, большая часть работы репетитора. А бывает так, что и в школе достаточно хорошие результаты, и консультации дают, и учитель сильный, а репетитор, он усиливает. А если индивидуально, то он отрабатывает именно те темы, которые нужны для ребенка. Опять скажу, что может же быть пробелы у ребенка не потому, что он двоечник, а потому что он в этот момент, когда учитель вел консультацию, ребенок просто болел, его не было. А у учителя программа, и он сегодня рассказывает уравнение, завтра он рассказывает неравенство. И сегодня ребенка на этой теме не было, и где он восполнит? Конечно же, он может это восполнить у репетитора. На самом деле нет. Вот есть учитель, который очень сильный учитель в классе, но при этом он совершенно не может быть репетитором. Да? И он привык работать на аудиторию. Ему некомфортно подстраиваться под ребенка, допустим. Хотя даже учитель должен вроде как на уроке подстроиться под ребенка. А репетитор – это совсем другая атмосфера, другой подход. То есть тут совершенно по-другому. Вот, например, я 28 лет проработала в школе. Я как учитель и всегда работала репетитором, да, всегда у меня были дети, которые мне обращались. Одно дело, допустим, я когда рассказываю на класс, мне приходится держать внимание аудитории всего класса. И когда я тет-а-тет рассказываю ребенку, или в малой группе, там совершенно другая атмосфера. Есть репетиторы, которые привыкли только вот на маленькую группу работать или тет-а-тет, и они не могут абсолютно держать класс, внимание класса. То есть они могут сидеть там, бубнить себе под нос, рассказывать, а дети в это время что хотят, то и делают. Такие тоже могут быть. И были такие случаи, когда очень опытный репетитор приходил в школу и не справлялся с классом. Поэтому это на самом деле чудесно, когда есть учитель, как 2 в 1, да, он как учитель хорош и как репетитор хорош. Таких, кстати, очень мало. Мотивированный ребенок, равно ли результат? Это почти 100%. Понимаете, мотивация – это наше все. Когда мы замотивированы, мы же горы сворачиваем. А вот для мотивированного ребенка как раз нужно создать условия.
вот он ходит на консультации. Если ему еще и репетитором его усилить, то там обязательно будет результат. Но тут, конечно же, нужно смотреть. И опять вот посмотрите, я всегда отхожу на такие моменты, потому что тут может быть и какой у ребенка психологический настрой был, здоров ли был ребенок во время экзамена, научили ли его стратегии экзамена. На самом деле на каждом предмете своя стратегия сдачи экзамена. Допустим, мы детям рассказываем, столько-то времени у вас уходит на такие-то задания, столько времени вы проверяете, а столько времени вы сидите, думаете над сложными заданиями. Очень много было таких у меня примеров. Мы же еще и эти организаторы ППЭ у нас, организаторы экзаменов, когда ребенок написал все на черновике, у него не хватило времени перенести на чистовик. Все. Там страдания такие, просто конец света для ребенка. Он все сделал, он молодец, он по времени не рассчитал перенести ответы. Тоже такое может быть. Бывают такие моменты, что, вот, например, у меня на практике мой ребенок, ученица моя, была готова, она шла вообще на хорошие результаты, была олимпиадница. И был такой момент, когда она попросила дополнительный лист организатора, очень они долго несли, то есть она потеряла 20 минут, а на экзамене это много. Она разнервничалась, и она говорит, я уже писала просто лихорадочно, у меня время подходило, я писала, я уже не понимала, я знала, как это решить. Она хотела подать на апелляцию, но она маленечко остыла, подумала, что я тут точно наберу какие-то баллы, потому что я знала, как решить каждый пример, а где гарантия, что я пойду на пересдачу, и мне попадутся примеры, которые я знаю, как решить. Вдруг я хуже напишу. И тогда она, в принципе, для меня это хороший балл, у нее было 93 балла, а для нее это плохой балл, потому что ребенок претендовал на еще лучший балл. Каждый, конечно, хочет, сильный ученик хочет, мечтает на 100 баллов, сдать. И при этом это была не ее ошибка, не то, что ее не научили, а это была вот такая какая-то техническая ошибка, что очень долго несли ей эти бумажки, так скажем. Тут просто такие моменты бывают. Могу еще рассказать, пример? У нас буквально в этом году, я как раз была помощником организатора ППЭ, и я там буквально оказываю, можно сказать, психологические такие услуги, работы, такая с ребенком, потому что девочка, не моя ученица, вообще с другой школы, они на пробный же проводят, сказали, что она набрала 94 балла. Соответственно, она пришла уверенная, что она выдаст еще лучший результат. Она же за это время подготовилась. И что с ней произошло? При переписывании ответов она строчки сдвинула. Это все неправильные ответы будут. Значит, вызвали руководителей и ей сказали, ты сможешь задание исправить, а там исправить они могут только 6 заданий. А заданий-то много. Представляете, она уже там затряслась. И, соответственно, ей сказали, вот ты только можешь вот это исправить, а это сверху, обведи сверху, что там сделаешь. Значит, она там понервничала, начала переписывать сочинение. То есть это же тоже потеря времени. Переписывала сочинение, не успела, и тут она не успела перенести. Представляете, она даже тут не исправила. Ей надо было тут исправить. Она поняла, сказала, я буду пока тут писать. Время закончилось, и сказали, все, экзамен окончил, все сдаете. И она тут понимает, что, понимаете, она тут написала, ей дадут за это балл, она же девочка готовая, а тут-то все, тут там просто была, у ребенка истерика случилась. Мы вызывали маму, и мама нам сказала спасибо, что вы в таком состоянии не отпустили ребенка на улицу. Потому что мы же ППЭ, мы ребенка даже не знаем. Мы ее там останавливала я, с ней мы разговаривали, мы ей там успокоительное дали, маме позвонили, классной руководительнице позвонили, мама приехала, ее забрала, и нам сказала, что мы можем сделать. А что сделать, если ждите теперь результаты? Если она там провалила, ей дадут на пересдачу,
это был русский язык. Она вот кричала: вы не понимаете, это же мои, вот, это все, на что я поставила ставку, а тут все крах. То есть и ученик, и учитель готовил, и, может быть, и репетитор готовил, и ребенок был готов. И вот такой, буквально какая-то невнимательность, да, и из-за того, что она не смогла собраться, провал. Трагедия для нее. Ну, мы ее там успокаивали. Это на самом деле не трагедия. Все поправимо. Можно и на второй год сдавать. Можно и с этими результатами дождаться. Там. Поэтому экзамен – это, конечно, в любом случае стресс. Да? Но какой он? Любой экзамен стресс. Даже контрольная работа может же как-то пойти не так. Поэтому говорить, что я вот готов, и надо надеяться, надо целеустремленно идти к этой цели. Но в жизни, к сожалению, бывает всякие моменты. И к этому нужно готовить. Это нужно воспринимать как опыт. Бывает такое, что ребенка буквально заклинило. Да? То есть ребенок готовился 2 года, его заклинило. Конечно, мы прямо понимаем, я понимаю как учитель, понимаю сама как мама, когда вот, я вот когда мои дети выпускаются, мои ученики, да, я почему-то всегда своих учеников называю мои дети, да. Тут я уже больше, наверное, не сколько как с позиции учителя, ну, как бы сколько с позиции как мама, допустим, успокаиваешь, с ними разговариваешь, потому что это же тоже для ребенка это кажется, что все, жизнь окончилась, экзамен провально прошел, следующий я вообще не хочу сдавать. Вот тут им нужно собраться. Вот это тут тоже же, да, помощь и классного руководителя, и учителя, и родителя, главное родителя. Потому что очень часто ошибка родителей бывает: вот, мы на репетитору тебя отправили, к учителю тебя отправили, а ты такой балбес не сдал. Ты сам попробуй, сдай. Тут же всяких много нюансов бывает. А может, у ребенка в это время давление подскочило от волнения. А может быть, он так заволновался, что у него мозги отключились. Бывает же от волнения, ступор ребенок попадает. Поэтому всякие нюансы бывают. Тут говорить как 100%. Вот если кто говорит, что я вас научу, и вы 100% сдадите, но это какая-то фальшь. Потому что я вот как учитель, как репетитор, и сколько мы, ну вот экзамены сдавали, были организаторами ППЭ, я и была и организатором самого экзамена, да, много лет, а потом стала еще руководителем ППЭ, то есть все разные моменты вот прям проходили каждый год перед глазами, поэтому я всегда на стороне ребенка. Вот, это даже, честно говоря, я даже не знаю, но я как мама, допустим, да, мне репетиторов тоже советовали, то есть сарафанное радио. Как учителя, например, меня как репетитора или наш центр как репетиторский, нас тоже советуют. Учителя, родители, в первую очередь родители, заказчики наши, и дети сами, которые у нас позанимались, они могут рассказать своим одноклассникам, своим друзьям или своим сестренкам, братишкам. У нас вот случай такой, прямо вот в этом году девочка пришла и говорит: моя старшая сестра у вас занималась, поэтому она сказала только сюда, только сюда. И вот они так и приходят. Ну и, конечно, вот на самом деле реклама – это тоже же не показатель, потому что даже если рекламу услышали, обязательно посмотрите отзывы. Отзывы детей, отзывы родителей. То есть реклама может быть красивой картинкой, но не факт, что вы получите то, что вы хотели. А может быть, просто кто-то вам посоветует и скажет: вот мой ребенок занимался, очень хороший репетитор. И заметьте, одному ребенку подходит этот репетитор, а второму не подходит. И поэтому не надо вот прямо, если ребенку некомфортно с этим репетитором, потому что вы же деньги платите, оплачиваете, и вы прямо: нет, нам сказали, что этот репетитор хороший, ты будешь ходить. Если ребенку некомфортно, результата тоже не будет. Нужно обязательно, чтобы ребенку был комфорт. И чтобы он понимал. Вот бывает же такое, ну что греха таить. Бывает такое, что ребенок вынужден учиться там 10 лет у учителя, которого он совершенно не понимает, у которого, ну, не сложились какие-то такие отношения, можно сказать, да, что он объясняет, учитель хорошо объясняет для Вани, для Пети, а для меня он, ну вот я ничего не понимаю. И он там вынужден учиться. А репетитор
вы можете уже искать. Допустим, с этим репетитором поработали, ребенку некомфортно, найдите другого ему репетитора, потому что вас никто не заставляет туда ходить. Для учеников. Во-первых, обязательно ходить на консультацию к своему учителю, не пропускать. Во-вторых, у нас в интернет-пространстве сейчас очень много материала, где учителя, слава богу, учителя сейчас выходят в интернет-пространство, выкладывают свои уроки, выкладывают вебинары, курсы, и в бесплатном доступе можно найти и подписаться на кого-нибудь с очень достойным контентом, так скажем, да. Третий шаг. Обязательно план, стратегию подготовки сделать. То есть, сколько у вас сейчас точка А отчета и к какой точке вы хотите прийти. И целенаправленно идти по своему плану. То есть, не надо говорить, вот ошибка, ребят, я спрашиваю всегда, на сколько баллов вы хотите сдать экзамены? Они говорят, чем больше, тем лучше. Это вообще неправильный ответ. Нужно конкретно знать, к какому результату вы хотите прийти, на что вы настроены. Вот так вот сегодня одно делаю, завтра другое не приведет вас к результату. Вы должны методично идти к своей цели. Вот. Ну а родителям, конечно же, помочь. Может быть, вместе с ним посмотреть какой-то контент, может быть, материал, может быть, просто порекомендовать, поспрашивать, кто еще как готовился, и, соответственно, с ребенком разговаривать. У нас все репетиторы опытные и эксперты. Ставка ставится на экспертность. Вот, чтобы учителю стать экспертом, он обучается, он сдает экзамены. То есть 100% я уверена, что мой репетитор сам умеет решать эти задачи по математике, ну или по литературе, или по русскому языку. Он знает материал, потому что он сдал экзамены. Далее с ним они постоянно в течение года учатся. Понимаете, учатся. То есть они, как эксперты, профессионально готовы. Второе, они знают все подводные камни, как оформлять, сколько сюда нужно написать, как, допустим, войти в рамки. Потому что там, вот, понимаете, особенно вторая часть, когда идешь на баллы, если ты не войдешь в стандарты, ну вот баллы, чтобы получить, можешь написать много и вообще по нулям. Эксперт это знает, на это обращает внимание. И вот эти баллы, они сильно не распространяются. То есть, может быть, я учитель, я, допустим, в течение года не прошла курсы какие-то, и я об этих баллах и об этих нюансах просто не знаю. Но при этом я учу своих потихонечку детей. А вот наши репетиторы, они эксперты, поэтому они в этом деле четко знают, на что надо обращать внимание. В этом наша уникальность. Потому что не каждый репетитор эксперт, а у нас репетиторы все эксперты. Или они все опытные. Я очень люблю старый город, особенно там, где деревья. Вот. Очень красиво осенью. Внутреннюю культуру человека. Ну, я думаю, что я счастливый человек. А для полного счастья, человеку всегда нужно что-то, кажется, для полного счастья. И, в принципе, ты счастливый, когда ты можешь реализовать то, что ты хочешь. Совет начинающим репетиторам. Нужно обязательно знать хорошо свой предмет. И не просто знать, а научиться разным методам рассказывать ребенку. Потому что иногда бывает такой ребенок, что ты ему расскажешь, вроде ты все хорошо рассказал, а ему непонятно. Поэтому можно этот же предмет, эту же тему рассказать другим способом. То есть на каждое задание несколько разных методов преподавания.
Тогда 100% результат будет. Дорогие зрители, благодарю за просмотр. Обязательно подписывайтесь, оставляйте свои лайки, комментарии, делитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями и коллегами. До новых встреч!